Встречу я моей звезду, буду долго гулять, не ругай меня, мать. В этот праздник нужно вспомнить я хочу. Буду долго гулять, не ругай меня, мать. В этот праздник нужно вспомнить я хочу. Она всегда суровая была, пусть поет о том солдатская душа, как горела в огне, как тонула в слезе, как ночами душила тишина. Как горела в огне, как тонула в слезе, как ночами душила тишина. Сегодня ночью все спокойно на границе, но все равно застава не смыкает глаз. В любой момент ракета в небо может взвиться, и в тот же миг сигнал в ружье покинет нас. А на плечах у нас зеленые погоны, и мы с тобой, дружок, опять идем на ряду пограничников. Суровые законы, нельзя нам спать, когда другие люди спят. А на плечах у нас зеленые погоны, и мы с тобой, дружок, опять идем на ряду пограничников. Суровые законы, нельзя нам спать, когда другие люди спят. Давно привыкли наши руки к автоматам, давно умеем мы без промаха стрелять. По нам скучают дома милые девчата, и письма нежные нам шлют отец и мать. А на плечах у нас зеленые погоны, и мы с тобой, дружок, опять идем на ряду пограничников. Суровые законы, нельзя нам спать, когда другие люди спят. А на плечах у нас зеленые погоны, и мы с тобой, дружок, опять идем на ряду пограничников. Суровые законы, нельзя нам спать, когда другие люди спят. Майский ветер игриво листву колыхнет, ветви нежной сирени качая. По традиции день погранвойск каждый год мы в зеленых фуражках встречаем. Наша ратная служба, огонь и вода, полигон, наше поле чудес. Боевыми взводами мы стали тогда, если коротко, ВПБС. От казахских степей до памирских широт, где рукою подать до небес, неприступным вершинам афганских высот поднимался наш ВПБС. Горных троп серпантин, камни падали и снег на опасных крутых перевалах. Неподъемный ПК и цена за успех никому не покажется малой. От соленой солба попадал на глаза, тяжкий груз не щадил наших спин. Только воля к победе сильнее была крутизны покоренных вершин. От казахских степей до памирских широт, где рукою подать до небес, неприступным вершинам афганских высот поднимался наш ВПБС.
гражданское пограничное правительство смирно! Знамя внести! Добрый день, уважаемые товарищи. Мы вас рады приветствовать в этом прекрасном зале. Сегодня мы проводим очередную нашу конференцию. Я должен перед началом нашей конференции объявить, что на нашем мероприятии присутствует Тихонов Вячеслав Архипович, генерал-майор безопасности, Миронов Моисеев Александр Дмитриевич, ветеран-пограничник, прокурор в отставке. Миронов Сергей Егорович, майор пограничных войск запаса, член Совета ветеранов ВСБ России по Чувашской республике. И Денисов Анатолий Юрьевич, капитан ФСБ, начальник поста пограничного контроля Чувашского метрополитена. Для ведения нашей конференции нам необходимо избрать рабочий президиум. Извините, пожалуйста, на правах председательства я назову эти фамилии. Значит, президиум приглашаем Тихонова Вячеслава Архиповича. Филиппова Геннадия Николаевича. Шорникова Анатолия Борисовича. Никитина Олега Леонидовича. Да, Паяндаева Анатолия Никоноровича. Уважаемые товарищи, значит, я думаю, что мы сегодня с вами будем работать оперативно. По данным регистрации сегодня, здесь мы еще гостей ждем, пока мы окончательное количество людей не скажем. В общем, у нас форум для проведения нашей конференции есть. Значит, я ставлю вопрос, значит, по открытию нашей конференции. Кто за то, чтобы открыть конференцию, прошу проголосовать. Воздержался, против нет, пожалуйста, принимается. Я думаю, что, значит, мы здесь
поговорили, значит, первому слово, наверное, дадим, точнее, наверное, я должен ознакомить вас с повесткой дня. Сегодня на повестке дня вопросы, значит, отчет о работе ЧРО пограничного братства за 2017 год. Второе, значит, обсуждение памятника к столетию пограничным войскам. Третье, организационные вопросы на 2018 год и разные. Я думаю, что с этой повесткой дня можно согласиться. Кто за данную повестку дня, прошу проголосовать. Против нет, воздержавшись нет. Продолжим нашу работу. Значит, мы здесь договорились, значит, Вячеслав Архипович, наверное, мы начнем с того, что я должен здесь отметить, что 20 декабря Россия отметила столетний юбилей работников госбезопасности Федеральной службы безопасности. Я думаю, что, значит, от лица наших всех пограничников хотим поздравить всех тех, кто работал. Здравствуйте. Я думаю, что мы поздравим, пожелаем крепкого здоровья, удачи и добра. Дай Бог вам всем здоровья. Тогда, значит, мы слово предоставим Вячеславу Архиповичу. Я думаю, что никто против не будет, потому что он торопится. Мы уважим его. Пожалуйста, Вячеслав Архипович. Добрый день, товарищи коллеги. Добрый день. Работает. Ну что вам сказать? Прошли вы очень серьезный путь защиты государственной безопасности нашей Родины. Защиты нашей Родины. Каждый в разных местах, кто на севере, кто на юге, кто на востоке, кто на западе. Путь нелегкий был. Задачи тоже нелегкие. Но мне пришлось контактировать с пограничниками больше морского направления и ближневосточного. Когда судьба так сложилась, что я всю свою жизнь работал среди иностранцев. Сюда первые Чуваши направили из Свердловска. А в Свердловске до этого работал на севере, Краснотуринске, Североуральске и так далее. А там эмигранты из Китая, отсидевшие ООНовское, банподполье, литовское и другие. И немцы, спецпоселенцы, которые военнопленные были и так далее. А потом в 1972 году вызвали в Москву и в Чувашию создавать подразделения, направленные тоже по работе зарубежных с иностранцами здесь, следится строительством тракторным и одновременным строительством особо важного объекта обороны Кимпрома. А потом в 1979 год отправили в Липецк, следится строительством там 3 цехов на металлургическом комбинате, а также завода «Стенол», холодильников и работа иностранцев на трассе Северный Кавказ, центр, это газотрасса. О нем, я об этой трассе и сейчас мало говорю. Вот так и жизнь шла. А потом вдруг выдернули в 90-м году и сюда направили министром безопасности. Первый и последний министр безопасности Чувашской республики. Вернее, Чувашской республики. Пограничниками морскими контактировали. Почему? Потому что то направление тогда ближневосточное было очень уже жесткое. И национализм пел оттуда на нашу страну, на нашу родину, ну и другие аспекты.
Вот. Ну и ушел интересно. Созданный, я рассказал товарищу некоторым. В 1993 году Ельцин проводил первое совещание руководителей спецслужб и правоохранительных органов. Меня Баранников Виктор Павлович, когда он командовал уже нами, говорит, выступишь? Я говорю, выступлю. Положил, на таком совещании сколько? 5-6 минут, не больше, для семьи. Доложил оперативную обстановку, политическую, экономическую. А потом кто-то дернул меня за язык, повернулся к Ельцину и говорил: уважаемый Борис Николаевич, уважаемый президент России, если так же пойдет развитие оперативной, политической и экономической обстановки в России, в стране, то через 2-3 года страной будет править конгломерат, а не вы. Конгломерат, состоящий из лидеров теневой экономики, организованной преступности и коррумпированного чиновничества. В зале тишина. Объявили перерыв. Вот так, а через 2 недели, вернее, 2 месяца приехала проверка. Проверка пошла отлично, с хорошими результатами. Вот, так и служил 30 лет. Начинал службу 33 года, а начинал службу в ВДВ. Сначала в Костроме, а потом в Фергане. Вот и все. И путь весь по защите нашей Родины, по защите, по обеспечению государственной безопасности. Интересная была первая встреча с Андроповым. Он вручал мне грамоту свою. Одну операцию серьезно провели, он спрашивает: Вячеслав, ну как ты? Языки не знаешь, кроме чувашского и русского. Как ты это самое? Иностранцев вербуют. Я говорю, а как, Юрий Владимирович? Они же к нам прут, они русские знают, это нам достаточно. Объекты устремлений мы сами знаем. Так что вот такой шуточный разговор был, я лейтенантом был. Около моя книга есть, мы посмотрим, что там есть. Его грамотно, фотографии. А так что, по ряду обстоятельств я вынужден сегодня, вот, с Юлией мы вынуждены сейчас уходить. Не поздравить я вас не мог. Вы братья наши, мы братья все совместные. Спасибо вам еще раз за службу, благополучия, счастья и здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Спасибо. Хорошо. Так, от сынов Отечества мы вот в этом году тоже в Комсомольске встречались, вот, вручаем вот, Шорнику Анатолию Борисовичу вот, медаль столетия Великой Октябрьской Советской Республики от что там у нас? Зюганова, от Зюганова. Также Филиппов Геннадий Николаевич. Служу России моего пограничного братства. Степанов Петр Ростиславович. Степанова нет? У нас генерал-майор у нас еще является членом, почетным членом Совета ветеранов ФСБ, поэтому от Совета ветеранов ФСБ России по Чувашской Республике вручаем благодарственное письмо, вот, то есть
Текст. Выражаем вам признательность за добросовестный труд по военно-патриотическому воспитанию молодежи Чувашской Республики. Поздравляем вас с Днем работников ФСБ России. Желаем здоровья, благополучия, успехов в пропаганде, лучших традиций пограничников и сплочения ветеранского движения. Вручается Анатолий Борисович Шорников. Также сразу газета вручается. И столетие у нас, вот столетие газеты, и вручается календарь столетия тоже. Служу в Российской Федерации, боевом пограничном братства. Также благодарственным письмом вручается Азякова Виталий Семенович. Есть? Служу России и пограничному братству. Кириленко Анатолий Семенович. Служу России и пограничному братству. Данилов Алексей Гаврилович. Служу России и пограничному братству. Антимов Сергей Анатольевич. Ананьевич. Есть? Не подошел еще? Все. Спасибо всем. Товарищи дорогие, я прошу прощения, но мы обязаны идти, у него срочная работа. Ну, у меня тоже надо быть. Вот. Спасибо вам за все. Спасибо, Мистер Архимович и Сергей Егорович. Здоровья вам, удачи. Вольно. До свидания. Всего доброго. Так, уважаемые товарищи, значит, мы продолжим работу. Я одну оплошность допустил. Я вас очень убедительно прошу свои телефоны, пожалуйста, немножко на такой малый звук сделайте, пожалуйста, потому что эти звонки будут нам работать мешать. Я вас очень попрошу, не обижайтесь, пожалуйста. Так, значит, мы сегодня сейчас будем работать по нашей повестке дня. Огромное спасибо Вячеславу Архиповичу и Сергею Егоровичу. Все хорошо, все нормально. Еще раз мы их поздравляем с праздником, здоровья и удачи и добра. Я уже вас ознакомил по повестке дня. Слово для отчета о работе, значит, Чувашской республиканской общественной организации пограничного братства за 2017 год предоставляет Шорникову Анатолию Борисовичу. Мы не говорили по регламенту. Анатолий Борисович, сколько вам нужно будет? До 10 минут. Так, выступающим дадим, значит, мы до 5 минут, да? Согласны ведь, да? И там предложение конкретное, там кто-то будет выносить до 3 минут. Давайте с этой повестки дня мы согласимся, не будем голосовать. Анатолий Борисович, пожалуйста, к трибуне. Добрый день, уважаемые ветераны пограничники, почетные гости. Отрадно видеть вас сегодня в нашей православской земле. Сегодня у нас проводится 6-я конференция пограничников Чувашии. Хочу отметить, что Чувашская республиканская общественная организация пограничного братства членами является на сегодня день 262 пограничника. В этом году вступили 36 пограничников.
Хочу также отметить, что в наших рядах Алекское отделение пограничного братства, Чебоксарское отделение 29 человек, Дятлинский район 34, Батовский район 28 человек, Шуминский район 13, Канарский район 5, Ячковский район 16, Альковский район 8 человек, Вурнарский 4 человека, Шемульчинский район 28 человек, Комсомольский район 21, Красночитайский 24, Сибирский район 24, Красноармейский район 4 человека, из Новочебоксарского 1 человек, Игельский район 27 человек, Чебоксарский район 2 человека, Маркарский район 2 человека. А также у нас буквально на днях 19 декабря такое же отделение у нас открылось в Марпасарском районе. Сегодня председатель Марпасарского района у нас с нами рядом. Яковлев Николай Михайлович. А также у нас Маркарское отделение сейчас на днях тоже будет организовываться. У нас есть 1 человек, жаль, что он тоже не смог прийти. Ермолаев Саша Лейтенант, Ермолаев Александр Александрович. Уважаемые ветераны, пограничники, наша общественная организация организована 2011 года, юридически 2014 года. У нас есть социальный проект «Живая память», все вы знаете. Наша главная цель – патриотическое воспитание подрастающего поколения и увековечение памяти пограничников Чувашии. Проводим мы очень много мероприятий. Вы все знаете, что мероприятия бывают традиционные, ежегодные, одноразовые. В честь памяти погибших пограничников в 13 и 14 годах, все вы знаете, что мы проводили автолобег, а также в этом году, 29-30 апреля, в Федеральном Приволжском округе тоже открыли вахту памяти, начали мы с города Чебоксары. На территории Чувашии, Марьел, а также Киевской области посетили мы могилу наших героев России, Леонида Сергеевича Константинова, а также Николая Ивановича Смирнова. Побывали, встречались с ветеранами в Йошкар-Оле и в Киевской области также. Все это у нас, все эти мероприятия у нас снимает видеооператор, все вы его знаете, Макаров Сергей Михайлович. Вот сегодня тоже наше мероприятие, наш фотограф и видеооператор. А также из больших мероприятий я хочу отметить, что в феврале месяце мы открыли мемориальную плиту в честь памяти пограничника, погибшего в Афганистане, Михаила Владимира Георгиевича. Обновили мемориальную плиту. Также хочу отметить, что каждый раз, в феврале у нас месяце у нас есть в честь Николая Ивановича Смирнова. 23 года подряд уже вместе с ветеранами афганцами мы проводим турнир по волейболу в честь его памяти. Важнейшими, а также у нас является, мы каждый год проводим День памяти пограничников Чувашии в августе месяце на турбазе Азамат. А также у нас в начале июля каждый год, в этом году будем провести слет пограничников Чувашии, спортивный турнир среди пограничников Чувашии. Вот, планируется этот турнир тоже в этом году. Благодаря нашему активному пограничнику, ветерану пограничника Юрию Анатольевичу Никифорову, у нас в нашем районе 6 отрядов юных друзей пограничников. Он является руководителем, начальником штаба юных друзей пограничников. Благодаря ему мы также будем провести в этом году 6-й слет юных друзей пограничников. Так ведь, Юрий Анатольевич? Так, точно. Отрадно, что у нас организовались тоже пограничное братство, курируем в Алекском районе, второй отряд, вот буквально сейчас 20 числа открылся в Чувашско-Сомовской школе в Алекском районе. Мы их курируем. Каждый месяц наша делегация
во главе совместной работы, во главе Совета ветеранов ФСБ России по Чувашской республике, членом этого Совета ветеранов пограничника Миронова Сергея Егоровича. Прошу встать. Вместе мы проводим, поддерживаем юных друзей пограничных в Альтинском районе. Каждый месяц туда ездим. Вот. А также в этом году организовались у нас еврейское отделение пограничного братства. Они 28 мая открыли такой хороший, дорогой нам памятник пограничникам, всем пограничникам Чувашии. Большой памятник они открыли 27 мая. Сегодня жаль, что они опаздывают, они тоже должны были приехать. Также хочу отметить, что нас знают управление ФСБ по Саратовской областям. Мы совместно работу проводим. Мы раньше проводили вместе с капитаном ФСБ Ляшенко Алексеем Витальевичем. Он сейчас уже отъехал в Саратов. Сейчас у нас другой начальник поста пограничного контроля. Совместно с ними. Он тоже сейчас первый раз сегодня. Представляю вас почетного нашего гостя, также Данилова Анатолия Юрьевича. Также, надеюсь, будем вместе проводить совместную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Анатолий Юрьевич. А также нашу работу знают благодаря нашему сайту. У нас с самого начала работает уже, как говорится, наш сайт. Руководство пограничного управления по Саратовской и Самарской областям 10 по 12 октября проводил акцию «Беречь отчизну, долг и честь». Туда был приглашен также я, как руководитель Чувашской республиканской общественной организации пограничного решетства. Вы все это видели, и видео есть, и фотографии, и все. Очень приятно, что нас знают там, нашу работу оценивают. И очень было приятно нашим ветеранам-пограничникам. Начальник управления генерал-майор Митюшин Сергей Иванович передал большой огромный привет. Также он каждый год нас поздравляет с Днем пограничника. И бывает у нас в Чувашии тоже. Вот, было очень приятно. И эта акция была организована в честь 20-летия организации управления по Саратовской-Самарской областям. Туда приехали 18 руководителей, которые работают под где мы находимся на участке, на ответственном участке по Саратовской-Самарской областям. Вот мы сегодня также проводим в этом году уже 6-й слет, 6-ю конференцию пограничников Чувашии. В планах у нас, конечно, мы еще будем обсуждать. Хотели бы установить в честь столетия пограничным войскам памятник всем пограничникам Чувашии. Я думаю, он где-то 600 тысяч, где-то будет, наверное. Ну, потом это об этом будем говорить. Ну, я много не буду говорить, вы все это знаете. Наши мероприятия у нас вот на сайте публикуются, о нас пишут. Мы о себе ничего не делаем, не пишем. У нас пишут, публикуют, показывают на телевидении. Так что, уважаемые ветераны, я вас еще раз поздравляю с прошедшим праздником столетия работника службы безопасности ФСБ. Желаю вам всех благ, крепкого здоровья. Спасибо за внимание. Уважаемые товарищи, устные вопросы есть? Анатолий Борисович, нету, можно письменно. Так, переходим к прению, точнее к выступлению. Я думаю, что здесь нужно будет действительно говорить в основном о тех проблемных вопросах, которые предстоят нам в следующем юбилейном году. Хотелось бы, то, что мы делали, это мы знаем.
хотел бы конкретно знать своих выступлений, конкретно можно предложение сюда подать письменно и так далее. Пожалуйста, кто первый? Первому дадим до 10 минут. Алексей Данилов, председатель Цивильского отделения Чувашской республиканской общественной организации пограничных братств. Алексей Данилов. Я для начала хотел сказать, тоже провести небольшой отчет о проделанной работе. Великолепную работу провели в Цивильском районе совместно с гостями нашими: Комсомольский район, Канадский район, Красноармейский район, председатели и члены пограничного братства. Батовские, по-моему, тоже приезжали к нам. Вот. Но могу сказать, что все очень спортивные ребята, особенно чебоксарское отделение волейбола, постоянно мы с ними конкурируем. Вот. Комсомольские они самые быстрые. Очень было весело. Все помните, наверное, кто был, кто участвовал. Поэтому прошу всех принять активное участие в данном мероприятии. Затем скажу о пограничниках, наверное. Как это выглядит будет, я скажу, или просьба, или такое пожелание. Всем своим пограничникам в отделениях прошу объяснять и просить, чтобы они идентифицировали себя как пограничное братство, чтобы и на автомобилях, и как бы кто занимает офисы, конторы, были установлены флажки пограничного братства, вымпелы пограничников. Для чего это делается? Скажу, что очень сильно сейчас развивается пограничное братство в Чувашской республике. И чтобы люди, пограничники, граждане видели вот это вот, что пограничники объединяются, что пограничники — это определенная сила, определенное даже влияние на общественное мнение, на патриотическое воспитание молодежи. Вот. И в дальнейшем, чтобы наши лидеры, как и председатели на местах, и наш глубоко уважаемый Анатолий Борисович Шорников, все-таки, как сказать, в народе сила появлялась, чтобы люди понимали, что это пограничное братство, что это уважаемые люди. В дальнейшем прошу поддержать инициативу Цивильского отделения пограничников пограничного братства о выдвижении награждения в юбилейный год, 28 мая 2018 года, председателя нашего управления Шорникова Андрея Борисовича, как сейчас еще не определились с точной наградой, но прошу поддержать меня и выдвинуть Шорникова Андрея Борисовича как номинанта для получения награды за заслуги перед Чувашской республикой. Это я думаю, это придаст не только уверенность нам, но и силу нашей организации, силу, ну, как сказать, люди идут за сильными лидерами, а эта награда позволит всем быть нам увереннее и, как сказать, откроет большие перспективы. Так, еще что-то хотел сказать, но огромное спасибо всем. Для меня шок был, что приз, что получил награду. Я постараюсь в дальнейшем не подводить наше пограничное братство. Понимаю, что пограничное братство — это не просто что-то, но и определенная работа, определенная назвать-то обязанность, труд и почетное призвание, что ли. Вот. Огромное вам спасибо за поддержку, за ваше присутствие на данных мероприятиях. И прошу, вот еще вот, что хочу добавить. Когда мы вокруг собственного муниципалитета организуем какие-то мероприятия, это очень хорошо. Но когда будут
в этом мероприятии участвуют гости из других регионов, других районов, это еще больше поднимет уважение председателей и членов того муниципалитета, где организуется это мероприятие. Поэтому прошу приглашать, что ли, я прошу принять участие хотя бы 2-3 человека, например, на мероприятиях других районов. То есть это все посильно, это все возможно, просто нужно, как говорит Владимир Владимирович, работать. Спасибо вам большое. Всего доброго. Удачи в новом году. Спасибо. Забыл, извиняюсь. 10 минут же, да, сказали. 1 января будет день поминовения Илья Муромца. Вот, не забудьте, пожалуйста, может как-нибудь у себя отметите. Мы постараемся до Нового года отметить, установить возле нашего памятника еще один дополнительный монумент, баннер в честь Илья Муромца. Вот, на сайте, наверное, уже есть, да, кто решит. Да. Спасибо, всего доброго. Спасибо, Сергей. Так, слово предоставляется Никитину Олегу Леонидовичу Бурнаре. Пожалуйста. Уважаемые пограничники, члены пограничного братства, всех вас я хотел бы поздравить с Днем работников службы безопасности, как в советские времена называлось КГБ, сейчас ФСБ. И мы являлись как бы пограничники, неотъемлемой частью этой структуры. А также хотелось бы мне передать большой привет, добрые пожелания и поздравления от полковника в отставке, ныне доцента кафедры пограничной академии, сотрудника безопасности, Федеральной службы безопасности Чувашской Республики, полковника Тихонова Владимира Петровича. Он всегда звонит, интересуется, какая работа проводится, что сделано, что намечается. В общем, в курсе всех событий и все время интересуется. Не то, что как бы ради чего-то и как-то, а именно вот где-то что-то помочь, где-то что-то подсказать. Тем более, как говорится, жизненный опыт у него большой. И как по званию, можно сказать, также участник боевых действий, как говорится, в Афгане, член афганских событий, также преподавал. Он в Алматинском пограничном училище, вот выпускник, Миронов Сергей сидит. И знаю еще я его выпускников, как бы я недобрым словом вспоминаю его. Вот. Так что вот от него я тоже привет вам передаю. Добрые пожелания. Ну, по работе я что хотелось бы сказать. Работа ведется большая, плодотворная. Мне хотелось бы остановиться на том, что один человек, Анатолий Борисович, ему тяжело. Надо как-то вот сплотиться вокруг него. Ну, он как лидер, допустим, пусть будет, да, а поддержка должна быть. Если как говорится, не физически, хоть морально поддержать добрым словом, и то какая польза. Потому что одному вести работу тяжело. Я сам знаю на своем примере, как бы. Поэтому нужно просто сплочение, как бы вот предыдущий товарищ сказал, что действительно должен быть лидером, и вокруг него уже поддержка должна быть. Вот. Поэтому мне вот очень приятно то, что вот батаревцы здесь сидят, Тиняков Николай Иванович, тут, этот сам Быков, и этот, как его, Миша, память. Харитонов. Вот, Харитонов. Тоже очень большая поддержка. Комсомольцы здорово начали, как говорится, активизировались. Они как бы не с самого начала, но вот уже как бы самая такая сплоченная ячейка стала. И бресенцы, вот хороший монумент в прошлом году, вернее, в прошлом году
Нынче открыли они на 28 мая грандиозный праздник сделали. Поэтому вот хотелось бы, чтобы во всех районах было так. И уже видя на то, что как организовано наши мероприятия, люди видят и говорят, и уже складывается другое впечатление. Не только там, как говорится, десантники, день десантника отмечают, махнули и давай купаться там в фонтане. Чтобы вот именно дисциплина. От того, как мы организуем праздник, так оно и будет. Организуем грандиозную пьянку, она будет пьянкой. Организуем культурные мероприятия, оно будет культурным мероприятием. Поэтому все зависит от нас. Вот. Но основную цель еще это у нас патриотическое воспитание молодежи. По патриотическому воспитанию молодежи я хотел бы попросить Юрия Анатольевича поделиться мнениями. Юрий Анатольевич. Дадим. Нет, ну мы вместе как бы, я взял слово, и одну часть, а другую часть он уже как бы получается детский сектор. Вот. Работа с детьми. Следующий, что скажет? Да, Юрий Анатольевич, выйди только. Олег Леонидович дал слово, значит, да вы хотите. Просьба только регламент, пожалуйста, хорошо? Так, товарищи офицеры, мы с вами все офицеры. Офицеры это звание не только по званию, а это душа, это дело. Значит, ну как я начальник штаба отряда друзей-пограничников Уральского района, хочу, чтобы у нас во всех районах, в каждом районе, тоже были штабы отряда друзей-пограничников и была работа с детьми. Основная задача нашей организации, вот, пограничного братства, это воспитание подрастающего поколения. Именно в духе такого патриотизма, любви к своей родине, ну, готовности выполнять цели и задачи, которые ставят перед нами, как бы сказать, Родина. Да. Хочу вот это только. А так у нас у себя в районе, как отметил Анатолий Борисович, у нас достаточно отрядов, 6. Сейчас еще один отряд появился у нас, отряд пограничников. 5 класс, это имеется в виду у нас, это Алгазинская средняя школа. Форму одели, вот Макаров Андрей, форму шил, которую это сейчас он шьет тоже для них. И мы зеленый берет купили. Ну, бывает иногда, конечно, очень, ну как бы сказать, тяжело вот это тянуть, конечно. Бывает иногда. Вот береты мы со свой счет покупаем в свой карман, будем говорить. Береты просто надо подарить ребятам, а так не просто покупать, например, они не покупают. Вот, когда подаришь, например, зеленый берет, ребята уже себя уже в другом качестве, на другом уровне выходят, они чувствуют себя уже, как бы сказать, причастны к такой военной службе или пограничникам, гордятся тем, что у них зеленые береты. Вот это чувство как раз мы и прививаем. Насчет финансовых вопросов, конечно, тяжело, но у нас иногда бывает такие, есть которые спонсоры. Вот, у нас химзавод, например, Владимир Васильевич Свешников у нас постоянно вот, на просьбу всегда отзывается, выделяет деньги. Сандомир у нас строительная организация есть, например, в прошлый раз он сам подошел, все, говорит, 23 февраля, говорит, не будете что справлять, а что вы? Он каждый раз говорит, я тебе, говорит, деньги даю, а так на этот раз не подходит. Я говорю, ну ладно, я взял, у него тоже, например, ну вот такие, например, у нас отношения с теми, которые нас поддерживают, будем говорить. Но наш штаб отряда туризма не только пограничников мы включаем, у нас директора школ ходят туда. И будем говорить даже вот так, будем говорить, вот это имеется в виду, те, которые имеют какой-то бизнес. Вот это они иногда выделяют деньги. У нас выделяют деньги, у нас электрические сети, у нас в Уральской поселке электросети тоже председатель Киметов тоже выделяет деньги на проведение работы с детьми. Вот так мы работаем. Ну, желаю всем, тоже, которые присутствуют тоже у себя в районе, попробовать организовать, особенно вот Тиньково, Патерском районе, у них есть отряд пограничников. Тоже, я думаю, не один отряд только будет, наверное, еще будут, например, я вот, когда смотрю фотки пограничников, имеется в виду в социальных сетях, когда они работают именно с детьми, мне приятно очень
И хочется, чтобы у нас больше таких отрядов было. Ну, я думаю, это главные цели, главные задачи нашей такие работа с подрастающим поколением. Спасибо. Спасибо большое. Так, наверное, сегодня сейчас все дадим слово из зала, да, то президиум. Александр Дмитриевич Моисеев, пожалуйста, представляется Моисеев Александр Дмитриевич, ветерану-пограничнику. Пожалуйста. Товарищи солдаты, сержанты, офицеры, генерал ушел. Я вас поздравляю, во-первых, с прошедшим юбилеем органов безопасности. Вы 17 лет уже проходили спецпроверку на предмет предстоящей службы на границе. Вот Вячеслав Архипович меня спросил, как давно имеете отношения, как дальнейшему осложнилась жизнь. Я сказал, с 18 лет был призван в пограничные войска и с 18 лет служил в правоохранительных органах. Пограничные войска — это правоохранительные органы, они состоят и по сей день в системе госбезопасности, а безопасность — это тоже правоохранительная деятельность. Внимательно я выслушал отчет руководителя пограничного братства Чувашии Анатолия Борисовича. Действительно многое сделано и делается Чувашией пограничниками на ниве патриотического воспитания. В настоящее время в Государственной Думе рассматривается закон, насколько я сейчас знаю, в первом чтении рассмотрен, о патриотическом воспитании граждан Российской Федерации. А мы, пограничники, составляющая часть военно-патриотического воспитания граждан России. Поэтому честь и слава вам за это, что вы делаете и будете делать. В 2018 году у нас грядут торжества, наше профессиональное, так сказать, столетие и 125 лет издания указа императора России Александра III о создании отдельного корпуса пограничной стражи. 125 лет. Фактически, с этой даты, с 15 октября 1893 года, мы должны отмечать свое становление, образование, ибо те же цели, которые поставлены были этому корпусу, в последующем, в 18 году были поставлены и Владимиром Лениным в своем декрете о создании пограничной службы новой Советской Республики. Уроженцы Чувашии достойно доказали себя на службе по охране государственной границы. Последние события такие, о которых мы знаем, здесь присутствующие, может, некоторые даже участвовали в событиях на острове Даманском, когда граждане того государства советского уже отвыкли видеть молодых людей с медалью Героя Советского Союза. А тут появились в конце 60-х годов, удивлялись даже, как-то вопросы ставили. Но вот те наши сослуживцы показали, что они достойны себя показали на границе на события на острове Даманском. Поэтому тоже через 2 года будет уже 50 лет этому событию. Мы тоже должны подготовиться и достойно об этом, как здесь уже говорилось, о том, что мы должны в профессиональном плане себя тоже развивать, показывать, что мы есть, были и будем. Хотя в законодательстве о службе в вооруженных силах внесли изменения, на срочную службу не призываются граждане на службу на границе, но мы должны все равно работать. И вот здесь выступающий передо мной наш сослуживец показал, что эта работа проводится и проводится достойно. Но резервы еще есть. Мы в свете этого закона о патриотическом воспитании должны все-таки идти именно в школы,
там неисчерпаемый источник наших последователей, тех, кто придут к нам. Мы, как говорится, не молодеем, но мы должны передать свой опыт, который мы имеем, тем вот подрастающему поколению. Хотелось бы в плане критики сказать, что все-таки мы не пригласили представителей военкомата почему-то. Вот. И я имею в виду, почему это я сказал, большинство предстоящих пограничных братцев все-таки в возрасте, и многие имеют награды пограничные, дающие право на получение звания ветерана труда. Вот я в последнее время служил в Чебоксарском районе прокурором, и каждый год, собираясь 28 мая, пограничники ставили вопрос, как нам решить вопрос о получении этого звания. И в этом году мы, в частности, вот, хотя здесь критично, я признаю критику в отношении себя и жителей Чебоксарского района пограничников, мы не состоим официально почему-то в пограничном братстве Чувашии. Критично, я с вами критики, в плане критики. Хотя, нет, это мы должны исправить, жители Чебоксарского района, я имею в виду, это не вот в этом году очень многие пограничники жителей Чебоксарского района получили это звание, но все большая помощь была оказана именно военкоматом Чебоксарского района в лице военкома Александра Алексеевича и его заместитель майор погранвойск, чтобы к этому относились серьезно, и многие сейчас получили это звание ветерана труда. Это очень какое-то подспорье, потому что там нынешнее экономическое положение не то, что было, скажем, 10 лет назад, но для пенсионеров-пограничников существенно. Ну, хочу еще раз благодарить за предоставленное слово, пожелать вам здоровья прежде всего, поздравляю с наступающим Новым годом, и я полагаю, в 2017 году наше пограничное братство будет еще активнее работать в плане военно-патриотического воспитания граждан Чувашии, России. Спасибо. Я понял. Александр Петрович Яковлев, Красный Читай. Пожалуйста, председателю. Пожалуйста. Начальник пограничного братства Красноярского района, районного отделения, Яков Петрович. Во-первых, хочу поблагодарить всех за этот праздник. У нас сегодня праздник, я думаю. И хочу поблагодарить правление, хочу поблагодарить Анатолия Борисовича за этот у нас праздник. Во-первых, хочу за районное отделение, что как поступает. Районное отделение у нас работает хорошо, вроде стараемся, что можем, но работы, конечно, полно, хватает. Все мероприятия вроде выполняем, что можно, но и недостатки хватает. Как всегда, у нас финансовое отделение, у нас это тяжело финансовыми спонсоров, вроде так себе ожидаем, не ожидаем, но тяжело, конечно, но стараемся работать. Хотя у нас озвучили 24 члены направления, но вроде еще у нас ожидается. Хотя по списку я еще в прошлом году озвучил, у меня в районе 250 пограничников по списку. Это, все имеется в виду, да. Но где-то активный человек 15-20 всего. И с ними стараемся работать. Значит, насчет школьных этих воспитаний, сейчас хочу сказать, у нас кадетские классы, сильные кадетские классы у нас в районе работают, кадетские классы у нас вроде везде, у нас кадетские классы на высшем уровне работают везде, в первых-вторых местах, там в Чувашии, России у нас все работают, и с ними тоже работаем, участвуем во всех мероприятиях, стараемся. Вопрос у меня продолжение Андрею Борисовичу. Спасибо за ваше выступление, конечно. Я еще в прошлом году озвучил
Что можно предложить Анатолию Борисовичу? Вроде протокольное решение может было, не было. Хотя сказали, у нас хороший лидер есть, это спасибо, Анатолий Борисович. Но ему тяжело работать. В чем работать? Одному работать тяжело. Я еще в прошлом году зазвучил. Анатолий Борисович, надо было, вот я предложил, в чем предложил? Вот собрать этих председателей пограничных братств, да, решать совместные все эти вопросы. Иногда получается, уже мы только встречаемся на этих соревнованиях или таких мероприятиях. Лучше заранее решить, а обсудить эти вопросы можно решить. Понимаете, Анатолий Борисович? Дальше, Александр Петрович, можно пару слов? Да. А мы вообще-то, наверное, позапрошлом году республиканский штаб организовали, туда вошли Валерий Гованский, Сергей Антипин и Николай Кокарев. Спасибо. Я просто я с вами соглашаюсь. Значит, штаб не работает. Значит, председатель, вот, я говорю, каждого района председателя собрать, да, значит, хорошо же, да, и все вопросы района решаются, и республики все будет. И как раз это патриотическое решение, наоборот, возрождение идет. И второе предложение, вот каждый год участвуем в этих мероприятиях, соревнованиях, да, у нас вроде районное отделение тоже, мы все участвуем, мы все стараемся, и призовые места занимаем. У меня вот одно «но». У нас вот есть Чебоксарское отделение пограничных братств, который по волейболу занимает первые места все время. Вы замечали, да? А вот в Урнарах в прошлом году она заняла 4-е место. Районное отделение, которое во главе председателя Олег, да? Ну, я не знаю, Олег что, слаб что ли? Вообще в такой степени, или вообще перестал в волейбол играть что ли, блин? А причина, причем, знаете что? У нас называется турнир ветеранов пограничных войск. А кто там участвует? Вы замечали? Одни подростки, они, может, портянками не уходят. Приходят подростки в команде. Но надо квоту иметь, или что, одного или двоих так нельзя, понимаете, всю команду и выставлять подростками. А вас что, плохо начали играть, что ли? 4-е место стали в Бурнарах. Так не бывает. Надо, председатель правления, надо иметь в виду. Ребята, давайте задумайтесь, да, на будущее. Но я свои, да, чисто свои вопросы выставляю. У меня ни одного человека не было, который я выставлял что-то за внимание. Хотя я занимаюсь призывными старыми, не занимаюсь, и это, дайте все внимание. Так тоже, это предложение. Так, третье предложение. То есть, конечно, у нас в следующем году Езенкин, молчите, сиди. В следующем году у нас как столетие будет пограничных братств. Праздник, да, столетие пограничных войск. Насчет награждения государственных наград медалями вопрос надо все-таки решить, я думаю, окончательно, да. А то так получается спонтанно, чтобы это не было. Так, еще предложение. Насчет, вы, конечно, озвучили насчет этих 600 тысяч, насчет постамента, знака пограничных войск, это чуваши будут, да. Насчет решить, насчет окончательно вы не озвучили спонсорство, взносы и так далее, вы что надо решить, понимаете? Вы полностью не озвучили. Да, Петров, это второй вопрос, давайте потом поговорим про это конкретно. Понял? Вот все. Так, спасибо всем. Так, спасибо на всех, спасибо. Так, уважаемые товарищи, значит, мы слово сейчас дадим Денисову Анатолию Юрьевичу. Денисов, все, так, правильно? Правильно здесь написано? Первое, это поблагодарить Анатолия Борисовича за приглашение. Я здесь в Чувашии конкретно буквально 2 месяца. Я очень поражен был тому, как здесь организовано данное пограничное братство. Я служил, не сказать, что во многих местах, но 3-4, скажем так, было. Ни в одном из этих регионов я не встречал такой хорошей организации. За это я, как понимаю, огромное спасибо председателю правления и конкретно вам каждому. То есть я понимаю, что это братство, это само слово братство, это значит сообщество, это значит вы считаете братьями. И
за это хочу сказать вам, каждому, большое спасибо за эту организацию данного мероприятия. Второе, поздравить всех с прошедшим праздником столетия сотрудников органов безопасности. И, конечно же, поздравить всех с наступающим Новым годом, вас, ваших близких, пожелать вам крепкого здоровья, терпения. И хотел бы вкратце рассказать о себе. Я выпускник Голицынского пограничного института, выпуск 2011 года. По распределению после института я проходил службу на границе с Украиной. Там прослужил более 6 лет. Далее, по, скажем так, воле случая, перевелся в данное управление, в котором сейчас и служу, но в город Казань. Послужил там некоторое время и перевелся уже сюда, в Чебоксары. Сейчас занимаю должность здесь, начальник поста пограничного контроля Чебоксары аэропорт. Также хотел сказать, что касается военно-патриотического воспитания молодежи, здесь, я считаю, эта работа должна быть совместная и с нами тоже. Почему? Потому что мы, можно сказать так, предлагаем школьникам, выпускникам построить свое будущее и построить свое будущее надежное. То есть или вступить в ряды контрактной службы, да, или поступить в военные вузы. В связи с этим я стараюсь, по крайней мере, проводить ежемесячные выезды в школы, информирование проводить и так далее. Но так как я здесь человек новый, меня мало кто знает, вот, мне было бы очень приятно, если бы вы оказывали мне помощь. На этом я поблагодарю вас еще раз. И спасибо за внимание. Так, теперь слово мы предоставим Филиппову Геннадию Николаевичу, Комсомольский район. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Можно, наверное, назвать коллегами, так как все бывшие и действующие пограничники тут. Комсомольское отделение, заместитель Филиппов Геннадий Николаевич. Ну, про отделение могу сказать. Создался он в 2014 году, коротко только буду говорить. В 2015 году уже мы собрались, инициативная группа, и красивый такой хороший памятник поставили. В 2016 году мы второй памятник, у нас такой маленькой деревни есть, там всего-то 60 домов. Ну, из этой деревни у нас 20 с лишним, 22 пограничника отслужили свой долг, дали, и все, слава Богу, живы, здоровы вернулись. В этой деревне у нас есть инициативный среди нас сидящий друг Ленин. Пожалуйста, Ленин. Вот. По его инициативе тоже такой же памятник маленький поставили в этой деревне. На следующий год у нас намечается в другой деревне, тоже такой маленький памятник поставим. Третий памятник в районе будет у нас тоже старый Сундырь. Тоже, ну, тут его нету, но тут у нас есть уроженец, наш лидер, председатель Терентьев Анатолий Семенович. Это наш председатель Комсомольского района. Он говорит, каждый год, я, говорит, не буду выступать, давай, говорит, заместитель. Ты должен все, боевой заместитель должен всегда отдуваться за руководство. Извините, конечно. Ну, тоже патриотическое воспитание. Ну, участвуем, ну, у нас в районе, ну, вот в Урнагу они, конечно, пораньше начали, у них 6 юноармейцы или как у вас кадетские классы. Да, кадетские классы там. У нас всего-то единственное в этом году только открылся, но мы свою лепту туда тоже вложили, участвуем, помогаем. Это первый, 5 класс только начинает, это только молодые такие красивые мальчики, девушки там участвуют. Билеты купили, что ли? Пока еще нет.
Надо купить Да. подарили обязательно. Но у них направление там, потому что мы как-то или проспали, или как-то у нас с нашей стороны инициатива, мы пока все силы, усилия положили мы это к столетию пограничных войск. Но я знаю, Батырева занимается этим вопросом. Может, кто-то занимается, просто тихоря, я не знаю. И Комсомольский район. Занимаемся столетием выпуск книги про наших уроженцев, которые отслужили в пограничных войсках. Столетие хотим мы выпустить книги. Это я знаю, Батырский район занимается. Так ведь, Игорь наш? И мы занимаемся. Поэтому у нас как-то мы его упустили, наверное. Ну, в следующий раз будем другой класс, мы перехватим. Сейчас этот класс по, как там, группа советских войск Германии, БСВГ и Варшавский договор. Вот они взяли шефство и вот направление другой пошли. Во всех соревнованиях тоже стараемся участвовать. У нас старый Аксакал, ну сегодня, к сожалению, он не смог, Шумуша. Есть Шумуша у нас? Нет ведь? Он не смог приехать, он заболел чуть-чуть. Под капельницу укол сказал, привет всем передал, Егор Михайлович Цеприванов. Но южный форпост у нас, он, как говорит, хотя с Комсомольской, Шумуша, с Батырева по одному, по два человека едем, мы создаем всегда команду дружную. Поэтому, Александр Петрович, я тоже поддерживаю. Тем молодежь каких-то не отслуживших в пограничных войсках привести, лучше два человека прийти, создать сборную команду и дружно поиграть, посоревноваться. У меня такое мнение тоже, Александр Петрович. Да, тем это молодежь привести. Ну, спасибо, стараемся. Вот буквально 19-го сказали, Яковлев Николай, мой однокурсник, он что-то проснулся позже, мы чуть пораньше. Вот тоже такой, Алексей Гаврилович сказал, вот при проведении таких соревнований или каких-нибудь мероприятий пригласить друг друга. Это очень хорошо. Вот мы, когда кадетские классы открывали у нас в районе, группа советских войск Германии, они создались в прошлом году только вроде, может, в республике пораньше, со всей Чувашии, из каждого района по 2, по 3 человека участвовали. Потом встречали мы сынов Отечества, которые в Москве у нас. Там полковники, подполковники, около 20 человек, вот как раз приехали они к нам в конце октября уже, в конце октября они приехали, вот тоже встретили, тоже по школам ездили, с ними тоже хорошие мероприятия проводили. Но тоже мы, пограничники своего района, человек 5-6 собрались, но ГСВГ опять, извините, конечно, наше упущение тоже, наверное, мы вот Алексей Гаврилович поддерживает, чтобы мероприятия приглашать к соседних, близлежащих своих районов, чтобы поддержка, чтобы наше движение, люди тоже видели, что у нас не только комсомольские отделения работают, действительно работает. Но Анатолий Борисович, конечно, он присутствовал как руководитель Чувашской республики. Ну, хочется других районов видеть тоже. В Урнары очень приятно к ним ездить, потому что у них очень хорошо развитые вот это иноармейские движения. Мы тоже приезжаем к вам. Ну, вот, да. Спасибо. Теперь, значит, очередь из зала. Для основы предоставляется Миронову Сергею Егоровичу, члену Совета ветеранов ФСБ России по Чувашской республике. Пожалуйста, Сергей Егорович. Вот здесь уже много сказали, уже получается не сказать-то ничего. Но здесь одно слово только не говорили, что работу организации, работу председателя правления никто не сказал, как оценивается. Я хотел бы сказать, что у нас или удовлетворительно, или не удовлетворительно. Сергей Егорович, можно поправить. Если мы делали бы отчетный выборный, тогда мы решили все равно за год все равно решили это не нет, все равно за год. Я говорю, что я считаю, что должно быть вот это все равно указано быть. Принимается. Удовлетворительное, считаю, удовлетворительное. Принимается, Сергей Егорович. Я также от Совета ветеранов поздравляю вас с прошедшим праздником, наступающим Новым годом.
также вот здесь уже вопросы будут потом и по памятнику, по медалям. По медалям я сразу скажу. Вот, мы в прошлой конференции уже обсуждали эту медаль. У нас образец был. Сейчас образца нету, да? Вот это. Не взял. В прошлом году все видели же? В прошлом году все видели, вот. Вот такой же, как этот, получается, вот столетие, получается, здесь ФСБ имею в виду, здесь вот слова Дзержинского, здесь получается как медаль за отличие с этой стороны. Ну а вот этот я ленту не помню, какой был там. Вот. И этот, ну, это Новосибирский, заказ идет в Новосибирске. Вот. И чем больше закажем, тем дешевле. Вот. Мы в прошлом году вот эту утвердили же, это же уже в прошлом году конференции, так же же, вот эта медаль. Вот я хотел бы медаль, но еще и сейчас уже, вот мы когда 20-го вот кафе отмечали после торжественного, там есть уже некоторые заказывают, как там получается не медаль, сверху какой-то с белой, красной, зеленой лента, и как медаль эту, то есть орден Суворова или вот это такое сделано. Но это некрасиво, я сказал сразу некрасиво. Но они, вот эту медаль, заказали через интернет 650 рублей. Вот они заплатили. А здесь вот мы этот медаль, когда вот заказывали в Новосибирске, вот получается, когда у нас медаль была полностью, когда первый заказывали, вот у нас 350 рублей вышло. Это сам медаль. Вот. А потом уже дополнительно, которые ветераны тоже у нас приходят, вот, уже 450 было, уже там количество мало было, где-то 30 штук, что ли, мы заказали. Вот уже 450, видите разницу? Поэтому говорю, чем больше мы закажем, тем дешевле будет. Все, еще раз вас поздравляю с праздником прошедшим и с Новым годом. Так, уважаемые коллеги, так, зал выступил, сейчас президиум. Виталий Семенович Жаков, председатель Шумрыльского пограничного братства. Его употреблять не будем. Еще раз добрый день, уважаемые товарищи. Я, значит, что хотел бы, во-первых, всех поздравить с замечательным днем работников госбезопасности. Спасибо всем, кто сегодня здесь присутствует. Главное здоровье. Сегодня дожить до Нового года, а в Новом году у нас, как говорится, юбилейный год, проблем очень много. Я в своем выступлении хотел бы, значит, во-первых, затронуть те вопросы, которые мы не смогли решить, закончить в 2017 году. Стоит, значит, на столе, я его специально привез, кубок, значит, в память генерала армии, героя Советского Союза, начальника пограничных войск с 1972 1989 год, то есть 17 лет он был, значит, начальником пограничных войск. Когда я в зале задал вопрос, кто служил в эту дату, значит, многие подняли руки. Я думаю, что здесь тоже такие есть. Это мероприятие мы провели. С Александром Петровичем я на все 100% согласен, но когда у меня ситуация сложилась, значит, у меня в Шумере надо проводить, один уехал, второй ногу сломал, а третий, значит, лежит, как говорится, в больнице. Вот перед дилеммой я встал. Конечно, мне пришлось взять человека. Или надо было мне вообще отказаться, как говорится, команду выставить. Я понимаю, да. Но я по этим, значит, по замечаниям, Александр Петрович, хочу сказать, главное, чтобы в команде, мне кажется, было не менее 50% пограничников. Нет. Я согласен с тем, что молодых школьников не надо, да, конечно, понятно. Я понял, о чем он говорит, школьников, конечно, привлекать на эти соревнования не нужно. Это однозначно. Я хотел бы, значит, чтобы мы этот, значит, турнир проводили, он переходящий, я думаю, что в этом году мы решим, где это будем проводить. Пожалуйста, вот он кубок, мы его привезли, красиво смотрится, в дальнейшем будем проводить. Второй момент, я хотел бы, значит, я уже, наверное, несколько раз говорил про Сурский оборонительный рубеж. Работали много, более 60 человек дней отработали. Последний раз мы были 2 декабря, потому что там деревья стали падать.
я у главы администрации поднял вопрос, сказал, пожалуйста, не водите детей туда на экскурсии. Почему? Потому что опасно. Деревья, значит, шатаются почти, они сломленные, висят друг на друге. И вот мы 9 человек поехали, убрали, немножко землянку провели и так далее. Но нам было обидно то, что, значит, администрация везде писала, что этот рубеж, значит, восстанавливают ученики, школьники. Потому что, значит, один, значит, здесь человек, помощник депутата Государственной Думы, мне задает вопрос: Виталий Семенович, а сколько вам выдали денег на эту работу? Я говорю, ни одной копейки. Он не поверил. Значит, по этим нашим работам выиграли грант. Значит, в размере где-то 200 или даже 300 тысяч рублей. Мостик там такой, значит, там, если в сырую погоду не пройдешь и так далее. Когда этому человеку я сказал ни одной копейки, он завозмутился, он приехал туда к нам, посмотрел и написал, вот я для патриотов и комсомольцев, там по 4 человека вы нам помогали, я принес вам специальные газеты, значит, называется газета, то есть статья «Тропа памяти», а подписывайте помощник депутата Государственной Думы. У нас задача такая, что именно эту работу надо доделать и показать, что этим занимаются именно пограничники. Должен вам доложить, там у нас есть пограничный кордон. Недалеко, метров там 20-30. Я думаю, что на столетие мы вас приглашаем. Наш пограничный есть там знак, памятный пограничный знак, и стол есть. Есть где сидеть, где чай пить. Это, значит, второй момент. Третий момент, значит, задача. Я что хотел сказать? Конечно, год такой знаменательный. Я думаю, что, во-первых, наверное, нужно, Анатолий Борисович, автопробег в честь столетия, значит, пограничных войск с посвящением погибших наших товарищей. Нужно, наверное, все же проводить. Я думаю, что нужно именно, потому что юбилейный год. Второй вопрос, мне кажется, 28 мая нам нужно посетить именно 27-го, не 28-го, а 27 мая посетить, значит, могилу наших пограничников. Я уже как-то говорил, что мы установили памятник погибшему в Афганистане пограничнику. Я думаю, что мы туда пойти должны и возложить цветы. И третий момент, значит, я думаю, что нашу общественную организацию нужно вовлекать и других наших товарищей. Я просто не уверен, что не захотят алатырцы или поречане, не захотят войти в эту нашу организацию. Просто, мне кажется, нужно как-то работать. Как работать, это другой вопрос. Я думаю, что у нас народу много, и почему это я упорно говорю, потому что этот памятник, он должен выглядеть хорошо. Вот сейчас мы с Анатолием Никаноровичем поедем скульптору, тоже, значит, землю мы почти уже получили, я главе написал, у нас была проблема, у нас главу меняли, как перчатки Горбуга, а сейчас сегодня вроде нормальный руководитель, значит, мы тоже место подготовим и едем на скульптуру, тоже будем работать в городе. В районах у нас есть пограничные знаки отдельно взятые, но этого недостаточно, хотим памятник. Не плиту, как у него, а именно памятник. Там Куглашвили, по-моему, с собакой, потом сзади будет знак стоять и так далее. Вот в таком плане. Я еще раз вас всех поздравляю с праздником, с прошедшим, с наступающим Новым годом, здоровья, удачи, добра. Спасибо.